Наши коллеги даже в заключении остаются журналистами и поделились своими наблюдениями. По их словам, ИВС города Бишкек переполнен. Буквально лежат друг на друге. Условия ужасные. В здании холодно. Напомню, что представители Национального центра по предупреждению пыток побывали в ИВС. Они также подтверждают наблюдения журналистов. Сотрудниками центра также были проверены условия содержания. При контрольном замере температуры в камерах средняя температура составила 12,9 градуса, что намного ниже установленной нормы. По выявленным нарушениям составлен акт, который будет направлен в соответствующие органы, пишет Национальный центр. Журналисты также написали в письмах, что продолжают работать в ИВС и помогают заключенным. Права большинства женщин также нарушаются. Беременные и больные женщины не получают медицинской помощи, подвергаются психологическому давлению и даже физическим избиениям. У женщин камеры хуже, чем у мужчин, пишут наши коллеги. Более того, у охранников и сотрудников ИВС, по их наблюдению, условия работы не лучше, чем у заключенных. Я думаю, мы выполнили свою работу, заглянув в то, что на самом деле происходит в тюрьме. Все права человека равны, и задержанные люди также заслуживают уважения, поддержки и моральной помощи, пишет нам один из наших журналистов. Напомню, что в нарушении логики наших журналистов держат в ИВС уже 9 дней, хотя изоляторы временного содержания служат для арестов на несколько суток. Это нарушение было зафиксировано Национальным центром по предупреждению пыток. Один из представителей СМИ, водворенный в ИВС 16 января, содержится в изоляторе по сей день. Несмотря на то, что 17 января Первомайским районным судом города Бишкек была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО-1 города Бишкек. В соответствии с УПК КР постановление следственного судьи вступает в законную силу немедленно и подлежит обязательному исполнению. Также наши журналисты отмечают, что Национальный центр по противодействию пыток не получает всей полной информации из ИВС. Их работа не столь эффективна. А теперь вспомним слова Садыры Джапарова про человека, который был обвинен в коррупции. Муну камап койгондо биз мамлекетке бир тыйын акча алып келе албайт элек. Ошондон анан биз мен саясий чечим кабыл сурандым. Мен сурандым улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынан муну камап койгон менен эмне пайда дедик. 6-7 саат ошондой совещание өттү бизде. Ушундай саясий чечимди кабыл алдык биз. Наши журналисты пишут, что, несмотря на все это, они продолжат оставаться журналистами и продолжат делать расследования. А я могу добавить и обратиться к тем псевдожурналистам, которые сейчас со всех утюгов учат нас, кто такие журналисты. Вот они истинные журналисты, а вы всего лишь продажные пропагандисты.